Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – будете ли вы дальше вместе? Для начала посмотрим ваш портрет. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, то ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас ни о ком не думайте. Думайте только о себе. Постарайтесь думать только о себе. Карты летят. Вы хотите уже быстрее. Нервничаете, да? Переживаете. Возможно, о чем-то переживаете. Кто вы? Вы звезда, яркая личность, личность, которая всего, возможно, добилась, да, и двигаетесь дальше. Или же человек, который очень яркий, выделяется из толпы. Вы вообще любите выделяться, возможно, из толпы. Или же вы заметны очень. Знаете, у вас не простая внешность, красивая внешность, это раз. А второе, тут именно вы выделяетесь. Есть люди, да, бывают люди, я думаю, многие видели таких людей, которые именно выделяются из толпы. Вы выделяетесь из толпы. Возможно, очень хорошо одеваетесь, или у вас очень хороший вкус. Также вы человек, который любит стремиться к каким-то знаниям, и эти знания, возможно, вас кормят. Тут именно идет момент, что кто-то зарабатывает своими знаниями. Может быть, вы коуч, учитель, или же даже элементарно блогер. Блогеры учатся, постоянно учатся. Вот тут могут смотреть и популярные личности, потому что выходит звезда, да. Вы где-то заметны, или же за вами идет толпа. На вас смотрят или вами очень восхищаются. Возможно, часто делают вам комплименты в вашу сторону по поводу вашей одежды, внешнего вида. Получаете комплименты. Или где ты такое купила, я тоже хочу. Вы не очень такой общительный человек. Скорее, тут больше интроверты будут проходить. Вам важнее, вы как-то углубляетесь в какие-то свои дела. И притом вы даже не нуждаетесь особо в общении. Для вас общение – это книга, да, или же изучение чего-то. Возможно, информации вам более приятно слышать, нежели говорить. Но также здесь могут люди что-то и правда вещать. Но однозначно здесь у человека есть талант, есть именно по дорожке вашей жизни именно популярность. Тут у кого-то есть популярность, но он не пользуется. В том плане, что у вас есть задатки на это. Вы можете быть популярны. Но вы этим не пользуетесь. Вы, возможно, тут и люди сидят, которые наоборот пытаются говорить: да нет, я не так выгляжу. Или да, популярность это не есть в плане выгляжу. Да, вы в чем-то, вы можете писать даже блоги. Вы можете быть в этом популярной. У вас столько знаний, здесь именно очень много информации. Но вы бы ее использовали, и да, вы бы росли в этом. Причем росли бы еще и ваши финансы. Тут на это указано однозначно. Здесь не просто финансы, здесь именно момент какого-то богатства, изобилия.
момент исполнения даже желания здесь идет, что исполнится ваша мечта, а она заключается именно в какой-то вашей популярности, в ваших каких-то знаниях. Причем эти знания кто-то как складывает, как в копилочку. Пригодится, пригодится, пригодится. Может быть, где-то в телефоне откладываете, а сами этим не пользуетесь. Причем это и есть инструмент именно вашей популярности. Вы в этом специалист, да, возможно. Много чего изучили. Но тут однозначно женщины, мужчины, да, красивые очень. Внешне и есть тут однозначно задатки вашей какой-то звездности. Но не зазвездитесь. Это может стать Ох, какие карты! Это может стать вашей реализацией. Вот. Все видео мы мусолили эту реализацию. Вот она, ваша реализация. Возможно, да, кто пришел из прошлых раскладов, вот она, ваша реализация, где она лежит. Вашей популярности. Причем тут не просто, да, блогер, вы просто мастер этого дела. Столько знаний, кто знает, кулинария, да, или, может быть, вы хорошо разбираетесь в автомобилях, в запчастях, не знаю, в тонкостях каких-то автомобиля или путешествия, что угодно. Мастер, то, что вам и нравится, и то, что вы профессионально умеете. Ох ты ж. У вас еще такая сила воли, вы идете напролом, хотите вы спать, не хотите вы спать, вы бьетесь за свое. И, да, вот такие люди однозначно, как бы им ни было сложно, у них здесь есть сила, у вас есть сила, есть энергия. Здесь вы однозначно можете прийти к чему-то огромному, не просто большому, а огромному. Тут именно вы восседаете на троне. Вы все выше и выше, с королевы на император. Смотрите, какая идет, да, то есть с ниже уровня идете на выше, то есть у вас еще и рост в этом идет. Тут показывают именно денежный рост, именно реализация, да, когда уже завершено. То есть то ваше завершение, то ваша миссия, то ваша цель, да. Но вы, возможно, сейчас смотрите, может, не туда, хотя кто-то и туда, в ту сторону. Намётки есть, но я не знала. Я не хочу сглазить, тут карты просто, ух ты ж, тут кто-то уже учится чему-то. Здесь однозначно вот лежит. Причем я вижу здесь вас одного, да, одного человека вижу. Здесь никто не вмешивается в ваше дело, тут именно дело идет. Ваш портрет – это дело, которое ведет вас к успеху. Вот ваш портрет. Возможно, вы уже что-то делаете. Да, здесь человек имеет такой упор, такую вот силу, стремление, именно такую упертость. Если я иду к цели, вот все для нее сделаю. Тут именно такая мощная сила. Император выходит, сила выходит. Тут просто зверь сидит, вот правда. Человек-зверь. И это скорее не просто так. Да? Здесь однозначно за спиной вашей есть сложности. Причем, возможно, такие ситуации проходили сложные в жизни, где хотелось, да, именно сломаться, но вы вот чем больше, чем дальше, чем больше, чем дальше, тем вы все сильнее и сильнее. Тут такая мощная энергия, мощная сила в вас. Вот она-то и ведет вас туда. Вообще, я вам скажу, деньги вас любят. Уже идут подсказки, уже идут какие-то к вам направления, куда двигаться. Тут самое главное, да, кто еще не выбрал свой путь,
Подумайте, что вы больше всего любите. Да, и если, да, к этому уж идет, то подумайте, как вы это хотите предложить. Да, пропишите, может быть, план. Сейчас я вам дам еще одну подсказку. Вот на Бусти я выставила книжечку. Она небольшая книжечка, маленькая, но толковая, без воды. Как, да, использовать аффирмации? Вот здесь очень бы хорошо использовать аффирмацию правильно. Я прописала правила, 9 правил, по которым будет именно исполнение. То, о чем вы желаете. Тут у человека однозначно есть огромные, просто огромные потенциалы. Здесь тут непростой человек пришел. Вы с детства учитесь, уже с пеленок, уже смотря на этот, войдя в этот мир, смотря на все, вокруг вы уже изучаете. Тут кто-то даже, когда, может быть, смотрел на себя часто в зеркало или смотрит часто в зеркало, именно разговаривая с собой. Да, тут именно есть еще, что вы чувствуете этот потенциал, что он у вас есть, эта сила, но вот куда ее применить, возможно, нет, да, как некая прострация. Но все же, да, тут уже кто-то идет к этому, уже делает первые шаги. Для вас это еще как новое, вы изучаете, да, вы только вошли в это. Возможно, тут уже кто-то тоже популярен по карте звезда, первая карта. Но вы, я вам скажу, вы, если пойдете по этой дорожке, вы будете непревзойденно. Вы будете одна такая или один такой. Тут именно момент вашей индивидуальности. Звезды не бывают одинаковыми, звезды разные. И у каждого есть своя индивидуальность, своя история. Вот у вас есть однозначно и своя история, но причем здесь тяжелая история в жизни, непростая. Тут что-то приходилось или же терпеть, выносить на себе, проносить вот именно какую-то тяжесть, какой-то груз. У вас, знаете, очень часто, возможно, да, вы чувствуете что-то. Да, тут кто-то, возможно, получает подсказки, но вот подсказки уже, говорят, лежат на столе перед вами. Они есть. Или вы уже это делаете, вы делаете да, правильно. То есть тут уже четкие наметки. Вообще все карты выходят положительные, что касаемо портрета. Вот, хотя мы вообще пришли сегодня на другую тему, но тут вылазит ваш именно портрет, именно ваши какие-то задатки, именно ваш какой-то профессионализм. Хорошо, давайте ответим на вопрос. Будете ли вы дальше вместе? Это касается пары. Итак, давайте будем говорить от лица женщины. Если смотрят мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Будете ли вы дальше вместе? Думайте сейчас о вашем партнере. Вы себя очень цените, карта звезда. Здесь себя люди любят, однозначно любят, радуют себя. Это непростые люди смотрят. Люди, у которых, возможно, есть еще денежная чуйка. Как их называют? Не коммерсанты, а карьеристы. Они вот из всего могут сделать денежку, да, вот. Не знаю, увидят ромашки, скажут, их можно высушить, эти ромашки можно, да, забалить в маленькие сачки и, ну, пакетики, да, бумажные, и вот и наклеить красиво наклейку и продать очень дорого, вот что-то вот такое. Вот вы или посмотрите на свечку и скажете, я могу лепить красивые свечки, оригинальные, не такие, как у всех. Тут именно какой-то такой, есть у вас вот эта чуйка. И вы знаете, возможно, да, вот идете в ногу со временем и знаете в это время, например, да, как можно
заработать, именно подходя под ситуацию, под время. Итак, думайте о партнере. Будете ли вы дальше вместе? Будете ли вы дальше вместе? Тут у кого-то идет свадьба, семейное проживание, или же вы уже проживаете с партнером. Причем здесь момент есть такого единства, но у вас все-таки подкрадываются какие-то сомнения. Все же, да. Человек, смотрите, человек, тут есть момент такой страсти. Чувствуется страсть или влечение к человеку физическое, тянет к нему. Да, на других, как говорится, аппетита нет. Вот на него или на нее, да. А тут момент крепкой связи, единства. Тут, возможно, люди встретились не случайно. Здесь, возможно, присутствуют дети. Или, да, кто-то хочет забеременеть. Если кто-то хочет, будут однозначно деточки. Деточки, возможно, 2. Да, но у вас все-таки, я же говорю, какие-то есть сомнения, что или человек может уйти, или человек, возможно, неверен. Потому что кто-то думает, что он очень уж горяч. Со мной, значит, он горячий со всеми. Знаете, тут есть некий такой прокус, как будто бы вы именно заметили это в каком-то поведении. Будь это постель, будь это какие-то, может быть, шутки или слова, да, которые дали вот это сомнение и какую-то неуверенность. Тут, возможно, и делал человек что-то в ваш адрес, где вы именно подозреваете человека в неверности и думаете, стоит ли мне вообще идти с этим человеком дальше. Могут быть и сомнения. В то же время, да, здесь есть люди, которые боятся страха разойтись, боятся потерять человека, боятся, что человек уйдет, он уйдет. Или если смотрят мужчины, вы думаете, что она уйдет. Есть этот страх. Да, это самый главный страх у вас, потому что вы можете потерять какие-то деньги или же, да, придется делить пополам имущество. Если человек уйдет, какая-то дележка может быть вплоть до разбирательств, там суды или, да, так, что человек что-то у вас заберет. Возможно, тут проходят еще зависимые отношения именно касаемо финансов. Финансы вас держат, да, и вот или что-то общее, может быть, квартиру взяли, дом взяли или что-то взяли в ипотеку, бизнес, что угодно, совместно, и вот это вот деление. Но вы знаете, человека, вас, вернее, к человеку тянет физически, да, именно физически. Что касается духовно, здесь вопросик. Что будет дальше в ваших отношениях? Вот знаете, есть такие черты, да, у человека, которые вам не нравятся. Но вы понимаете одно, что не все, да, люди идеальны. У каждого есть какие-то свои минусы, это раз. Второе, да, вы... Тут показывает, что человек когда-то или до сих пор вас как заставил призадуматься, заставил сомневаться. Это он, говорите вы, если смотрит женщина. Это он виноват. Тут кто-то, знаете, даже думает, я тоже, вот ты будешь изменять, и я буду изменять. Я тоже умею. Вы смотрите вообще в другую сторону все же.
А есть тот, кто, правда же, в паре, да, и думает, кто в паре находится, что, может быть, все-таки другой будет в моей жизни, а не он. Здесь есть такие какие-то сомнения однозначно. Человек вас как подвесил. Вы в состоянии жертвы находитесь. Вы знаете, вы все же понимаете, что если я уйду, мне нужны будут ресурсы, мне нужна будет сила, но момент есть такой усталости, потому что есть и на самом деле здесь какая-то ответственность или что-то общее, например, будь то это финансы или это могут быть дети, да, что тут, как вы понимаете, что мы вместе, когда, да, какая-то взаимопомощь друг другу, но тут вы особо не замечаете, да, любви, вы замечаете, да, физическое влечение. Физика есть. Кстати, у кого-то есть, а у кого-то и, может, долго нет. И вопрос, сомнения, почему? Или же, да, с нерегулярностью. Вы понимаете, почему? Может, кто-то есть лишний, но вы куда-то собираетесь в другую сторону, я смотрю. Вы смотрите в другую сторону. То есть, может быть, в моей жизни появится другой мужчина. Это не основной, да? Но этот человек, с которым вы, да, тут могут быть у кого-то и временные отношения. Но смотрите, кто здесь вместе проживает, здесь момент каких-то уроков обоим, и мужчине, и женщине, когда мужчина и женщина оба два проходят какой-то урок через какие-то, возможно, трудности. Женщина родила, после родов, например, она имеет, да, именно гормональный сбой. Зачастую после этого часто происходят разводы. Но должны понимать многие, и мужчины тоже, да, что это гормональный сбой. И нужно это пережить. Вот тут как момент такого терпения, прохождения этого урока. Если вы искренне любите, то, да, тут момент понимания. А не то, что она родила, и она мне не дает. Да, и вот хоть кол чеши, но вот плевать, да, вот дай мне нужный час, да, твое время на меня. Тогда тут нет разговора о любви. Когда женщина, вот тут показывают, что женщина вымотана. Потому что большинство обязательств у нее даже и в голове эти обязательства. И, понимаете, и она везде, и сразу. Я вот смотрю, да, ваш портрет. И смотрю сейчас расклад. И тут такое чувство, что вас как будто бы на самом деле выталкивают да, не то, что уходить. Можно быть и дома, как говорится, с мужем, но уходить в свое какое-то дело, да, именно в свою реализацию. Тут именно как толчок подталкивают. Иди уже. Вот нужно, как говорится, собраться, взять и идти. И судя по раскладу, тут однозначно, да, тут уже и мысли у вас в голове, возможно, у кого-то именно уходить. Или же, да, как-то решить эту ситуацию путем, может, даже кого-то. Это могут быть и подруги, и психологи, да, вот, чтобы помогли, да, решить, стоит ли мне оставаться в этих отношениях. Тут кто-то на самом деле чувствовал какое-то давление,
вот со стороны оппонента, да, со стороны партнера, тут именно давление. Вот видите, какое сегодня время, да, когда женщина выносит вот на себе не только все тяжести жизни, но еще и давление оппонента, вернее партнера. Тут однозначно, ну, потому что вы сильная личность. Тут момент борьбы, да, у кого-то на самом деле какие-то разногласия могут быть, и вот даже партнер вас чувствует, как будто он не женщиной, а со своим, не знаю, ровесником, да, и то есть с мужчиной. Хотя вы женственно внешне, но внутри у вас зверь. Я вот смотрю, человек зверь. А внешне женственная такая женщина смотрит. Хороший хамелеон, да? Не хамелеон, а именно умеете маскироваться. Это не в плохом смысле. Это хорошо, да, притом вы внешне остаетесь женщиной, нежели бы, да, вы бы еще внешне были как мужик с этим. Вы умеете, знаете, и манипулировать, вы умеете и мягко, нежно говорить, когда вам что-то необходимо. Умеете быть женщиной, так бы сказала. Ну вот собрались вы куда-то и все. Ну ж куда же вы? Сначала нужно стену, говорят, пробить денежную, а потом иди куда хочешь, как хочешь. То есть все в твоих руках. Ты пока сиди, жди момента, когда твое, да, что-то даст плод. Именно будь то деньги или реализация какая-то. Или, да, когда ты найдешь ту самую работу, где будешь, возможно, хорошо зарабатывать, или где как-то будешь стоять на ножках сама. Вот прежде чем уходить, представь, да, что ты осталась одна. И что дальше? Твои действия. Я вам помогу. В конце мы откроем аффирмации, я вам помогу. Да, через аффирмации. Возможно, выберите для себя. Тут этому человеку нужны аффирмации. Знаете, как это очень мощно работает, и потом скажете, как это сработало на вас. Это очень сильно работает. Тут именно на вас нужно повлиять. Причем вы сами будете этими аффирмациями на себя влиять. Смотрите дальше. Человек тут у мужчины, у партнера, да, вашего, идет такой момент, что он вас не... Он видит вас какой-то ресурс, да, он видит вас, он видит, что на вас смотрят, он видит вас ресурс, чувствует это. И он понимает, что он как будто бы не дотянет или не выкормит, не даст столько, сколько вы бы заслужили. Да, есть некий даже тоже некое сомнение. Он чувствует, что вы можете вылететь, как говорится, из гнезда, выскользнуть из рук. Ну-ка. Мужчине иногда кажется, что вы его чем-то вот пленяете, именно как-то воздействуете, возможно, каким-то магическим способом, или вы что-то на него делали, или ходите к гадалкам, к тарологам, спрашиваете. У мужчины интерес, да, тут, возможно, наблюдение через социальные сети за вами. Человек также, возможно, и ревнует. Тут есть в портрете такое у мужчины, что человек себя в чем-то недооценивает, имеет какие-то комплексы.
Он вот вас, если сравнивает не как женщину, да, вот вы и он, вы лучше, а он считает себя хуже. Вы можете, и вы одна сможете, да, вот ему за это есть стыдно. И человек как-то в себе не уверен. Здесь идет момент неуверенности. Он тоже думает о том, что вы вылетите из птичьего гнезда, вы уйдете, вы бросите. И почему-то здесь складывается впечатление, когда вы уйдете, да, у него ничего не останется. То есть он останется ни с чем. Больно сделаете. Я бы не сказала, что человек какой-то нарцисс. Тут именно вы скорее больше в зеркало будете смотреться, да, нежели он. Но он, у него другие цели, и тут показывает, у него другой мир. Он по-другому видит этот мир. И по-другому ощущает, возможно, да, какие-то даже, может быть, у него есть пристрастия, будь то сексуального характера, да, какие-то там с удивлением, а может быть, да, и фантазии тут какого-то такого странностей каких-то. У него свой мир, у него другое видение, другие какие-то ощущения. Ну, человек хотел бы к вам подойти, да, возможно, или же человек хотел бы к вам двигаться, но вы вот как все на свете повидали, или же, да, он не знает, с какого бока к вам подойти. Он уже знает как будто заранее, что вы можете ответить. Хотя человек, возможно, хотел бы сесть, да, поговорить, что-то обсудить или выведать какую-то через интернет о вас информацию, чтобы понимать, как ему-то дальше действовать. Вы-то вся в секретах, в тайнах каких-то. Он чувствует, что вы что-то скрываете. Потому что тут, как в последнее время, ты стала совершенно другая. Загадка. Возможно, раньше человек вас мог считывать, сейчас это трудно удается. У кого-то на самом деле, знаете, как шапка-невидимка или плащ-невидимка. Вот вы... Но вас как-то тяжело поймать. Неуловимо вы. Не в том плане, что вы активно. Что-то, да, вот хочется зацепиться, какую-то информацию узнать, но тщетно, да, но никак, не получается. Что-то там он выведывает. Он хочет по-честному все. И даже делить хочет по-честному. 50 на 50, если уж развод. Да, но о разводе здесь не идет речь. Здесь идет речь о том, что как будто бы друг другу, да, люди тоже делали больно. Возможно, словами тут друг друга убивали, да, а может и правда мачетами, ну кто знает. Тут тоже непростое. Или же, да, тут могут быть действия со стороны мужчины, сарказм, какой-то подкол, да, вот и вы тоже не обойдете, что-нибудь ему такого можете сказать. В то же время, да, здесь момент совместности сохранен. То есть вы еще вместе. Тут такая история, да, как говорится, всем бы сходить к психологу. Вот тут паре нужно как будто бы ситуацию это по полочкам разложить. Здесь и с одним нужно разобраться, и со вторым. Потому что у одного есть боли, и у второго боли. И это все нужно вынуть и очистить. Да, и, возможно, тут именно как дать понять одному и второму. Вот тут нужен какой-то нейтрал, просто нейтральность.
И ты не следи за ней, и вы не следите за ним. Да, дайте огня лучше своему делу, своему поприщу какому-то, в свое направление смотрите. Это будет намного лучше. Тогда вы точно, как говорится, с носом не останетесь. Или у разбитого, да. Здесь такое ощущение, что кто-то боится, уйдя, остаться ни с чем, правда же. Как я все потеряю тогда. Вместе сила, а врозь сложновато. И вот так, и он то же самое думает. Партнер. А если вообще чувства, я же говорю, дьявольское такое влечение, именно какие-то привязки друг к другу. Особенно тут очень много физического, постель друг к другу тянет именно. Ему нравится ваше тело. Вот это сразу же. Он считает вас очень красивой, очень такой прям аппетитной женщиной, да. Вот вы женщина. Но в то же время он не знает, как эту женщину удержать. Она же может сорваться с цепи, да, и вот ринуться на утек. И вы, и он, опять хочется сказать, хороши. Возможно, человек о вас кому-то рассказывает. И вообще о своей жизни, о своих отношениях, да, то, что у него происходит. Он делится с кем-то. Он не сам. И тут идет момент такой, что мужчина... Именно здесь есть такие женские энергии. Простите, но вот так и есть. Тут именно какие-то такие посплетничать, поболтать, да, о ком-то что-то узнать. Ему интересно, он как это, да, бабушка с семечками, вот на лавочке. Ну, не совсем уж так, да, это я утрирую, но тут именно человеку вот просто слюнки текут, да, когда о чем-то поговорить или о ком-то, у кого что случилось, у знакомых, или ему интересно. Вам тоже, в принципе, интересно, но вам больше на данный момент есть зацикленность на себе. Потому что вы понимаете, что вот, да, если я отвлекаюсь на что-то другое, оно не, как сказать, вас разоряет, оно забирает время. А время для вас ценно, для всех время ценно. Это важный ресурс в нашей жизни, это время. Поэтому каждый, я и говорю, выбирает, да, оценивают свое время деньгами, профессией и так далее. Когда вы понимаете, что вы достойны большего, найдите то, что вы на самом деле любите, в чем вы мастер. И идите к этому. Да, цените свой труд. Цените, чтобы вас уважали. А не так на стол кинули то, чего мало. Да, а вы в этом мастер. Сегодня очень много, правда же, да, вот судя по картам, смотрю вот направление, вот как будто человек ищет, но сегодня очень много инструментов. Да, для нас, для большинства, которые привыкли жить по одним каким-то закономерностям, по одним правилам, сложно этого понять. Но когда в это включиться и переключиться, можно для себя найти столько именно разных инструментов, которые просто спокойно, даже бы сказала, бесплатно лежат на столе, на чем угодно, в природе, где угодно. Все лежит перед глазами. Просто мы привыкли по-другому работать. Да? На нас очень сильно влияет политическое влияние, да, религия, все вокруг. Да, и оно все в совокупности в нас вырабатывает какой-то не то что робота, а именно какие-то границы, которые вот, ну, не разжать. Но когда вы глянете за эти границы, пока вы в них, вы поймете, столько там всего есть, и я этим не пользуюсь. А могло бы мне то,
а все это соединить воедино, приносить, например, да, то, что меня радует. Не знаю, вам нравится шить сумки, вам нравится вязать, рисовать, плавать, заниматься спортом, что угодно, технологиями и так далее. Все в мире это есть. Действуйте. Вот здесь просто выберите свой определенный путь. Но здесь кто-то уже и идет, и кто-то выбирает. Вот и те собрались на раскладе. Вы знаете, сразу же голова отпадет по поводу переживаний, по поводу, да, всяких именно вот этих боев между собой, что-то отстаивать или, да, тут именно, или спокойно сесть за стол переговоров, не умеешь спокойно разговаривать, хорошо, я пошла займусь-ка своими делами, мне время дорого. Каждая минута дорога мне, за эту минуту я могу себя двинуть, да, по процессу вперед. Вот смотрите, да, вы получаете зарплату. Ваша зарплата – это ваш час. И вот вы зарабатываете не деньги, вы зарабатываете бумажки, да, которые работают в этом мире. Деньги – это ваша энергия. Вы же за нее работали, что-то делали, куда-то ходили. И вот смотрите, насколько ценен ваш час. Посчитайте. Разделите, вот просто сколько стоит ваш час. И поймите, что могло бы быть вот именно кто здесь, именно вопрос, кто-то хочет заработать много. Да, поймите, стоит ли ваш час столько? Вот вы для себя поймите. Нет? Тогда измените политику, в себе политику, не политику именно мирового масштаба. Очень много мыслей о деньгах, очень много мыслей о как, да, заработать. Тут именно человек такой стратегия. Много планов, много идей, но вот к реализации это медленно идет. Что-то мешает или кто-то мешает. Мешают. Женщина сразу. Кто-то мешает, женщина вам мешает. Но не только женщина здесь, да, и мужчина может мешать, и женщина может мешать. Здесь как будто отвлекают. Кто-то вас даже провоцирует, выводит на эмоции, вот сосет с вас энергию. Знаете, это тоже важно, когда с вас сосут энергию. Это, считай, забирают ваши деньги заработанные, понимаете? Когда вы с кем-то ругаетесь, вы эту энергию, свою энергию, я же говорю, что деньги – это энергия, вашу энергию забирают. Потом мы думаем, почему у меня пропало, или почему у меня недостача, или почему у меня не хватает. Потому что ругаться меньше нужно. Да, вестись на провокации. Все очень просто. На самом деле не только, и даже когда мы сами себя в чем-то негативно накручиваем, вот мы сами у себя и забираем. Просто берем и выбрасываем на ветер. Законы мироздания, они очень просты. Если вы осилите понять это, причем я уже говорю, почти каждое видео говорю простым языком, как это работает, именно сам момент негатива, как отнимает вот эти вот ваши, если вы, да, хотите деньги, изобилия, как это отнимает и как это нужно обогащать. Даже просто думайте о хорошем. Визуализируйте это хорошее. Вы знаете, это работает. Это проверено. Это научно доказано. Не ругайтесь ни с кем. Отпустите, простите и пусть идут. Не ведитесь на провокацию. Обозвали вас, да что угодно. Или вывели на какие-то эмоции, пытаются вывести, вернее, на какие-то эмоции. Уходим, все. Лечитесь сами. Да, пожелайте им вылечиться. Все. Но и отпускаем сразу же. Вот постарайтесь вот к этому прийти состоянию. Вы поймете, как работает все это вокруг.
Откуда-то начнут сыпаться плюшки, именно плюшки. Откуда-то не возьмись. Я даже провожу иногда, да, такое некий, не то что эксперимент, да, когда я говорю вам, пишите комментарии. Все комментарии читаю, сканирую просто, да. Как вообще это работает у вас? Потому что это работает. Вот кто верит, кто пользуется, у того это работает. Вот именно я говорю аффирмация. Я даже сделала колоду специально с самыми сильными аффирмациями, да, и вы поверьте, просто это очень мощный инструмент. Вот видите, как чужая энергия забирает у вас деньги. Вот тут очень четко прям на картах даже показано, да, как чужая энергия сливается ваша, именно денежная энергия. Потом вы думаете, почему у вас, да, утечка, почему дороги закрыты? Потому что здесь кто-то или очень негативно мыслит, да, о чем-то, может быть, плохом. Всегда думайте, что в вашей жизни все будет идеально, роскошно, успешно, счастливо, удачно. Вот даже это просто представляете. Знаете, как это все работает, когда вы представляете это реально, что как будто это есть. Хотите кресло кожаное, мягкое, дорогое, представьте это кресло, что вы в нем сидите, что оно у вас стоит в таком-то доме или в такой квартире, да, если именно вы о материальном о чем-то мечтаете. Вот визуализируйте, представляйте. Кстати, на Бусти я еще загрузила и музыку, под которой вы можете медитировать. И вот когда вы будете медитировать, именно лежать, медитировать или сидеть, не знаю, в наушниках, да, тут по-разному, и представлять, визуализировать то, о чем вы желаете, вы к этому однозначно, я вам 100% гарантию даю, что вы к этому придете. Хотя у вас уже, да, именно в плане, не в плане, а по дороге вы идете к успеху, к удаче. Вот, приблизьте ее. Что будет дальше в отношениях? Здесь момент какого-то разочарования, но после этого разочарования идет восстановление. Тут, возможно, люди найдут компромисс или же найдут какое-то решение. Тут даже может быть, возможно, тоже и уход, да, кого-то одного. Но потом, да, тут момент такого воссоединения идет. Я не вижу здесь... Я вижу очень много переживаний у обоих. Один сомневается и второй. Причем здесь один натворил, а второй был чист. Возможно, вы были чиста. Или чист. Да, а вот партнер что-то сделал в ваш адрес, что понесло за собой какие-то сомнения. А потом, когда стали сомневаться вы, человек стал что-то чувствовать, иную энергию, и стал сомневаться в вас. Понимаете? Я не говорю о том, что всем нужно бежать к психологу. Тут именно можно, да, ситуацию предвидеть и как-то эту ситуацию постараться скорректировать. Да, если вы хотите какие-то, например, именно жизненные ситуации, отношения, не только деньги, да, решить, но и отношения, здоровье, вот я вам просто-напросто рекомендую это аффирмации, визуализация, спокойное состояние, не вступать ни с кем в какие-то споры, конфликты, да, или когда вас выводят на эмоции, неважно, где вы в МФЦ ходили, в МВД, но тут именно не отпускать сразу же. Ну и что там сидела крыса и кусала вас. Да, все, забыли. У нее, возможно, какие-то проблемы в личной жизни, все, и уходим. Да, отпускаем. Бывают на самом деле люди, да, именно как на целый день. В вас вселяют страхи, негативы и так далее. И вот с утра, как говорится, пораньше, да, не с той ноги встала или встал.
И вот человек думает, а почему потом дальше хуже у них? Бывает, как одно на второе накатывается. Да за что мне это? Потому что человек эти мысли держит негативные. Тут именно что поможет вам? Тут момент воссоединения, да. Ваша мудрость, отшельник. Ваше постоянство. И не только ваше, но и партнера. Здесь момент такого постоянства. Я хочу быть с тобой всегда. Да, и вы вот то же самое. Вы хотите. Вы искренне хотите. Но в то же время есть сомнения, которые подталкивают думать, а может быть у меня другой будет. Человек к вам пришел не просто так. Да, здесь именно посланец. И теперь поймите, вспомните, что в вашей жизни с ним произошло положительного. Что вы для себя получили? А получили же. Вот судя по картам, я вижу, что вы для себя взяли что-то. Будь то проработку, будь то финансы, будь то красоту, внешность или что-то еще. Что-то вы из этого поимели. Не в грубой форме, что-то получили от этих отношений. Если бы не было этого человека, да, вы бы это не получили. Есть такое? Есть такое. Вот точно у вас есть такое. И даже если он сегодня козел или коза, но были плюсы и были плюшки. Благодаря тому, что он был, этот человек. А что? Этот человек, почему к вам пришел, он как проводник вас перевести, да, провести к финансовому изобилию. Он может быть и не богатым, да, но он вас именно, все ситуации были связаны с этим человеком, они вас именно как поднаточили или как сталь закалили к вашим финансам, самореализации, к успеху. Я бы даже сказала, к денежному успеху. Он на самом деле человек, который не просто, тут как его послали к вам высшие силы. И для проработки, да, каких-то именно сложностей. Возможно, это через конфликты, ругани, битье посуды. Но в то же время, да, человек, он вас к чему-то провел, как проводником встал. Хоть он и козел или коза, не знаю, но вот как бы вы ни матерились еще, но вот он именно. Так что, девочки, мальчики, не ругайтесь. Понимаете, да, что сейчас вы находитесь здесь и сейчас, двигайтесь к своему направлению. Именно здесь удача. Праздновать будете это. Отмечать, возможно, выпивать, веселиться, да, или как-то захочется вот это как-то отметить, да, или же даже элементарно погладить себя по головке, какая или какой я молодец. Все-таки здесь человек, да, который пришел на расклад, но я же говорю, человек умный, и человек не просто умный, он и мудрый. Здесь вы и мудрости благодаря этим отношениям набрались, благодаря какой-то выдержке и терпению. И вот эта мудрость, она, вот знаете, как комплект там, так, сейчас прокачаю мудрость, ага, прокачала, сейчас прокачаю вот эту вот силу воли, потерпи, подожди, не пишет, не звонит, терпи, жди, не звони первая, ага, терпишь, так, молодец, галочка зелененькая, так, цинь, 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 и у вас такие галочки. Дальше все соединилось, что нужно было высшим силам, а дальше выбирай, можешь и идти, быть свободна. Вот прошла вот эти уроки, отлично. 5 баллов, да, можешь идти, а можешь оставаться, то есть на свой выбор. Но первое, да, главное, к чему мы тебя вели,
дабы не наступила та ситуация, которая именно может повлиять на тебя негативно. В том плане, что, да, тут момент подушки безопасности. Вот просто ворчит и вырывается какая-то подушка безопасности. Здесь кто-то заранее, на всякий случай, потому что есть какие-то сомнения, хочет, но не знает как и где и почему. Вот, да, именно эти отношения, возможно, к этому привели, что кто-то взялся за голову. Все, хватит, например, отдыхать или жить за его счет. Видите, как он поступил неверно ко мне, да, а если завтра вообще бросят, с чем я останусь, а на руках еще дети и так далее. Здесь прям как вот какой-то продуманный такой план и от высших сил, да, и вот вы начали думать вот именно так, как робот. Не как робот, а именно масштабно стали мыслить. Тут, да, отшельник, он не может думать как робот. Это очень глубокий, это человек, который, сколько бы вам ни было лет, да, вы всегда, возможно, думали так глубоко. Да, вот тут именно как закалка вашего вот этого отшельника, прокачка идет. Через ложь и обман, да, удается пройти к успеху. В том плане, что потерпели вы, да, лжи какой-то. Вы от этого закрылись. Тут, возможно, вы и не верите уже. Тут кто-то смотрит на партнера и вот, ну, не доверяет. Есть сомнения, да, у кого-то здесь встали сомнения, уходить или оставаться. Но тут возможно возобновление отношений. Но опять-таки, знаете, тут еще по карте идет такая информация, что здесь как все, уроки твои пройдены. Опять повторяюсь, ты можешь оставаться или уходить. И скорее всего кого-то, возможно, жизнь уже выталкивает. Возможно. Но ты можешь и оставаться. Да? Здесь момент такого, что партнер за тебя держится. Да? Или же можно восстановить еще это. Наполниться чувствами. Здесь именно такое еще идет, такая идет именно характеристика той ситуации, что как будто у кого-то времени не было друг на друга, кто-то или много работал, или где-то находился, или часто занят, да, и на друг друга не было времени. Из-за этого как пара распадается. И, знаете, не вы, а такой, да, человек один на Земле. Сейчас это вообще стало проблемой многих. Многие, кто приходит ко мне на консультацию, и не только ко мне, я знаю еще и психолога, который тоже жалуется на одну и ту же проблему людей, да. Не то, что жалуется, а рассказывает, как, да, происходит часто, что страдают еще и дети, бывают, от нехватки времени родителей, когда у родителей нет времени на детей. Да, все по-быстрому это делается, как роботы, да. А хотелось бы сесть, поиграть на гитаре, посидеть за круглым столом, попить чай всей семьей, да, хорошо поболтать, провести время, но вот тут именно как все в каких-то делах. И вот здесь в паре, возможно, да, именно дела разрушили, да, может быть, здесь у кого-то и общие могут быть тоже дела. Но вот как будто бы дела или какие-то обстоятельства, работа или, например, ответственности, это дети, да, вот уже дало такой некий сбой. Но и не только, здесь, возможно, и обманы какие-то. Поэтому сомнения во всем уже. Это как, знаете, снежным комом все уже там сплелось. Тут именно держитесь. Не упускайте себя из виду. Себя любимого или любимую. Тут об этом сейчас думать нужно. А не о том, что будет с Васей, с Колей, с Петей или с Наташей, Мариной, Катей, Юлей там. Да, то есть...
Сейчас сделаем 3 позиции на оракуле «Золотой ключ». Еще достанем 101 тайну. Очень интересно. Посмотрим, что карта еще скажет. 101 тайна. Так. Думайте сейчас только о себе. Еще достанем в конце аффирмации для вас. Так, кто выбрал первую позицию? Начнем. Наступает пора для вашей трансформации. Кто-то из ушедших родственников вам помогает. Очищение вас от чего-то или от кого-то. Крылья. Высшие силы с тобой рядом. Только попроси их, и они тебе обязательно помогут. Веник. Борьба с препятствиями и победа над ними. Благодарю, единички. Переходим ко второй позиции. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Погляньте. 2 раза. Ну уже куда ж ты денешься, когда, как говорится, разденешься. Вот и все, вот и все. С вами ангелы-хранители. Обалдеть, да? Так. Дальше смотрим. Собака. Верность. К вам идет верность. Стрелы. Вы сможете достичь своей цели. Можете написать внизу, кто какой вариант выбрал. Так. Благодарю, двоечки. Переходим к 3-й позиции. Уже выскакиваете. Новый коллектив, коллеги, друзья и знакомства. Высшие силы вам посылают счастье. Недалекая дорога. Замок. Не нужно идти тем путем, который вами задуман. Он не принесет счастья. Важно найти другую дорогу. Подкова. Чистое и безбрежное счастье. Так, кому интересны карты, мои авторские «Золотой ключ», 101 тайна и многие другие, обращайтесь, все контакты под видео. Аффирмации для вас. Выберите для себя ту аффирмацию, которая вам близка. Вы хотите осуществления той или иной аффирмации. Чаще ее проговаривайте. Вот есть такая практика, Николы Тесла, называется 3-6-9. Когда вы повторяете 3 раза утром, 6 раз днем и 9 раз перед сном. На протяжении 7 или 30 дней. И тогда вы увидите, как это работает. Важно об этом после ритуала вообще забыть. Просто живите. Дальше увидите. Практика 420 – это когда одну аффирмацию повторяйте 420 раз. И тоже об этом забывайте. Все. Сделали и все, и забыли. И живете дальше. Потом она обязательно сработает. Итак, первая аффирмация. Все, что со мной происходит, благоприятно влияет на меня. Высшие силы дают мне подсказки. Я осознаю и ощущаю свою силу. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. У меня есть все, что нужно, чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Я сам или сама принимаю все решения.
Вот для активации вы можете написать в комментариях, на листке бумаги, где угодно. Можете написать любую из аффирмаций или несколько аффирмаций. Вот, например, если по системе работать Николы Тесла, можно вот 3 раза утром, 6 раз днем и 9 раз перед сном проговаривать несколько аффирмаций. Можно только одну, а можно несколько. И небольшое отступление. Новость для тех зрителей, кто не знал или кто не слышал информацию о том, что у меня стартовал канал на платформе Boosty, где я делюсь информацией, которая закрыта. И только по платной подписке 444 рубля вы можете открыть все посты. Посты там буду вести регулярно. Подпишитесь и станьте частью нашего сообщества Видескара. Для себя вы получите не только исцеление души и подсказки от высших сил, но также и отличные бонусы, которые останутся у вас навсегда. Подписавшись на наше комьюнити разово или ежемесячно, вы можете посмотреть и скачать эксклюзивный материал для скачивания. Календари, заговоры, ритуалы, плакаты для вашего интерьера, карты Таро, Ленорман для скачивания, книги для скачивания, для чтения и аудиокниги, лечебную исцеляющую музыку, звуки и так далее. В то же время это и поддержка нашего сообщества и энергообмен между мною и вами. Поэтому не упустите данную возможность приобрести данную подписку стоимостью 444 российских рубля. Оплату можете производить как в рублях, так и в долларах. По вашему желанию, там же можете оставлять средства на благотворительность, помогая нам расширять наше сообщество Видескара. В описании под этим видео оставляю ссылку на Boosty. Также на экране сейчас оставляю QR-коды, через которые вы можете перейти на Boosty в наше сообщество Видескара. В телеграм-канале тоже есть данные QR-коды на Boosty. Благодарю всех, кто был сегодня со мной и смотрел данный ролик. Но за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео. А также можете видеть на экране, оставляя QR-код, личный телеграм, куда вы можете написать, обратившись за личным раскладом или приобретением моих авторских колод. А телеграм-канал – это наше сообщество, где я оставляю разные новости, статьи, посты. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видескара.